Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». В разгаре президентские выборы. Мы, естественно, будем говорить о них. И сегодня у нас в гостях один из 5 заявленных на эти выборы кандидатов, Олег Барцец. Олег, добрый вечер. Я не буду, в общем-то, себя сейчас, артистизма во мне мало, да, играть в какие-то игры не буду. Я этого человека знаю уже 40 лет, в общем-то. Мы вместе учились, мы друзья, и при всем при этом, это не означает, таких, абхазский вариант, да, этот вот друзья, значит, во всем все одинаково, да, то есть мы на жизнь иногда по-разному смотрим, иногда у нас, довольно часто у нас совпадают взгляды, тем не менее мы, в общем-то, всегда общаемся, и сейчас общаться будем уже, в общем-то, на публику, да, это... Олег, добрый вечер. Такое вступление, да, у меня долгое. Но я начну, наверное, все-таки с такого, в общем-то, почему вдруг решил баллотироваться на эти выборы, понимая вообще ту серьезность проблем, которые стоят, в общем-то, перед абхазским обществом, с одной стороны. С другой стороны, у нас сформировались за долгие годы на политическом поле два лагеря, которые периодически там сменяют друг друга. И, в общем-то, несмотря на то, что каждая пересменка, она усугубляет кризис, но возле ныне там. И сейчас тоже я смотрю по тому, что я наблюдаю, да, там, по всем этим встречам с избирателями и так далее. То есть я вижу, где в общем-то, сконцентрирован эти силы и так далее. И у меня возникает резонный вопрос, почему вдруг ты решил баллотироваться в такой ситуации, когда вроде бы ты и уже не принадлежишь к какому-то лагерю, да, не представляешь. Добрый вечер. В принципе, в вопросе твоем и кроется частичный ответ. Да, сегодня Абхазия в самом разгаре, в пылу этой предвыборной деятельности, не побоюсь этого слова, борьбы. Опять мы видим острую политическую конкуренцию двух основных лагерей, провластного и оппозиционного, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Все это уже мы видели не раз. Это острое политическое соперничество, острая политическая конкуренция, и все между теми же, по сути, политическими акторами. Я, кстати, не могу сказать, что вдруг. Ты спросил, почему вдруг? Да. Я просто Я уже в 2019 году участвовал в президентских выборах в качестве кандидата в вице-президенты вместе с моим очень уважаемым и близким другом, единомышленником Олегом Нуриевичем Аршба. Он и сегодня в нашей команде занимает очень важное, такое серьезное место среди нашего штаба, наших единомышленников, нашего ядра, так сказать. Поэтому стопроцентным новичком я себя, конечно, не считаю. И еще, наверное, могу сказать, что все-таки абхазскую политическую и государственную жизнь, управленческую составляющую я знаю не понаслышке, уже даже не 10 лет. Я все-таки нахожусь в этой ипостаси, да, так скажем. Причины. Причина как раз-таки есть в том, что на протяжении многих лет, уже 20 лет,
неизменно, сменяя друг друга, присутствует на политической арене два лагеря, две команды. Причем идеологически, концептуально они не слишком отличаются друг от друга. Это, в принципе, такое проявление и дальше нашего портретного принципа политики, политической жизни, политической деятельности. Мы все хорошо знаем, что один лагерь олицетворяют одни портреты, одни люди, другой лагерь ассоциируется с другими. Принципиальное различие сложно найти. В какие-то такие критические, очень острые моменты, когда есть тот детонатор, который активирует всплеск активности, срабатывает один из политических лагерей, резкая риторика, как правило, направленная против своего политического оппонента. Детонаторами могут быть разные причины, разные политические процессы, которые проходили в нашей стране. В этот раз это такой накопительный эффект от тех инициатив, тех соглашений, которые разрабатывала команда Аслана Бжания. И главным драйвером был как раз-таки он сам, экс-президент. Конечно, сложно было предположить, что общество и политическая элита, политический класс примет такие, новации, такие инициативы. Я думаю, что я, например, прекрасно это понимал. Скажу честно, и более того, даже говорил о том, что неприемлемо это на данном этапе, в данном виде для нас неприемлемы такие шаги. И, мне кажется, достаточно доходчиво объяснял, почему они неприемлемы. При этом без истерики, без, так скажем, острой какой-то риторики, просто аргументируя своими соображениями, которые, даже на первый взгляд сразу приходят в голову. Я думаю, что эта острая политическая конкуренция, которая терзает нашу страну на протяжении 20 лет, которая породила у людей, у нашего общества, у членов нашего общества, у граждан, породила, с одной стороны, апатию и неверие в то, что что-то может измениться при подобном раскладе, при продолжающейся этой политической междоусобице между этими двумя, так сказать, сражающимися армиями. Значит, апатия с одной стороны, а с другой стороны неверие в то, что что-то может измениться. При этом я уверен, что наше общество сохранило в значительной мере пассионарность свою, активность, которая активизируется в такие острые судьбоносные моменты. Но я тебя перебью, но при том, что общество наше сохранилось, но тем не менее этот такой раскол, он все-таки налицо. Как вообще его преодолеть? Как этот порочный круг, который мы все время говорим, каждый президентский выбор, мы говорим, кандидаты говорят о том, что необходимо объединить общество, но как только выборы заканчиваются, в общем-то, ты понимаешь, что никакого объединения на этом этапе не произойдет, и более того, с каждым днем, это, пятилетний срок только начался, и ты уже начинаешь видеть, что никакого объединения нет, и потом уже доходит до того, что уже на второй, на третий год уже друг друга видеть не могут. То есть, как вообще это преодолеть? Вообще, есть ли какой-то эликсир, противоядие какое-то против этих настроений, этой системы, выстроенной с годами, я не знаю как. Смотри, мы же знаем, как устроена у нас политическая действительность. Приходит новая политическая команда. Особенно это актуально, то, о чем я сейчас скажу,
для вот таких острых фаз, когда происходит досрочная смена власти с проявлением нашей вот этой прямой, так скажем, демократии, так это вежливо назовем, площадной демократии, да, что происходит дальше? После этого каждый раз, слава Богу, нашему обществу хватало здравого смысла, исторической какой-то осторожности вернуть процессы в легитимное русло. То есть мы каждый раз придумывали, шли на очередной раз. Это третий раз уже случается в нашей новейшей истории. Третий раз мы пошли на выборы для того, чтобы легитимизировать существующее положение вещей. Войти заново в правовое русло, избрать легитимного президента. Проблема каждый раз в том, что вот третий раз уже меняется подобным способом. Власть в Абхазии, мы идем на выборы, кто-то одерживает победу в них, но, как правило, все те сторонники, те, кто помогают этому человеку войти в кабинет, они появляются немедленно, на второй день после инаугурации, появляются с целой кипой векселей, которые были им выданы заблаговременно в течение вот этой острой фазы этого периода, когда ломаются двери, бьются стекла, когда происходит вот этот конфликтный период, и они требуют немедленно отблагодарить их в виде министерских портфелей, кресел глав администрации, в виде различных подрядов, раздачи кредитов и так далее. Мы же не секрет, мы все знаем, что это так происходит. Дальше начинается формирование команды. И вот тут принцип тот же. Не по уровню знаний, компетенций, опыта, наличия опыта и так далее. По принципу личной лояльности, по принципу принадлежности к вот близкой политической партии или политическому движению и так далее. Все говорят об объединении общества, об объединении народа. Практических шагов нет. Все это остается декларациями. Вот в этом-то и смысл моего и Адгура Патовича Кокоба объединения, союза, тандема, как угодно назовите. Я думаю, что мы попытались сделать небольшой практический шаг на фоне всего многообразия этих разговоров о необходимости консолидации общества, о том, что для нас все равны, мы будем выбирать управленцев, тех, кто определит жизнь и во многом лицо страны на ближайшие 5 лет, из тех людей, которые заслуживают этого подлинно и так далее. При том, что у нас, несмотря на, может быть, не самую длинную скамейку запасных, у нас есть люди компетентные, опытные, есть люди с хорошим багажом знаний, но многие из них остаются неудел. Мы пришли к тому, вот с моим единомышленником Адгуром Кокоба, пришли к единому мнению, что не имеет абсолютно никакого значения. Мы тоже условно из разных же политических лагерей. Меня ассоциируют больше с командой Сергея Васильевича Багапша, Александра Золотинского Анкваба. Ну, при этом я проработал 6 лет в бытность президентом Абхазии Рауля Джумковича Хаджимба, и мне не стыдно за этот период моей работы.
Адгур Паатович принадлежал к другой политической команде. Как известно, он был министром образования 5 с лишним лет в правительстве Хаджимба. Но для нас действительно не имеет никакого значения, вот реально ни малейшего, кто в каком году голосовал за какого президента, кто поддерживал одного или другого кандидата. Просто неинтересно. Не имеет никакого значения. Критерии просты. Компетентность, ответственность, способность поработать 5 лет, всего лишь 5 лет на интересы страны, оставив где-то в стороне личные, узкокорпоративные и другие приоритеты. Вот нехитрый такой набор, по которым мы думаем, что стоит выстраивать политику в нашей стране. И вот это может, на мой взгляд, мне кажется, вот это способно продемонстрировать вектор. Мы же не наивные люди, и даже не юные уже, к сожалению. Мы прекрасно понимаем, что эта задача легко не осуществится, она трудно достижимая, но она необходима. Это движение в этом направлении, оно необходимо. Других рецептов, кроме личного примера, не существует. Мы должны продемонстрировать, и мы это сделали, по сути, сделав небольшой шаг, что, может быть, объединение завтра не наступит, скорее всего, так и произойдет. Но мы хотя бы начнем двигаться в сторону этого. А те, кто придут после нас, если будет задан правильный вектор, они продолжат и, возможно, даже завершат этот путь. Для небольшой страны, для нашего немногочисленного народа, для нашего малочисленного этноса это имеет судьбоносное значение. Потому что в современном мире с постоянно нарастающими вызовами и угрозами только единство небольшой нации, небольшого народа в небольшой стране, в небольшом государстве способны создать условия его выживания и развития. Это мы чуть позже обсудим этот вопрос, но я бы хотел бы все-таки вот эту линию, да, внутриполитическую, да, продолжить. Ну, на прошлых выборах ты баллотировался там с Олегом Аршба, ваш штаб возглавлял Александр Анкваб, и в обществе это все время муссируется, да, то есть это вот такая креатура Александра Анкваб, да, то есть это вот какие-то, при том, что сейчас Александр Анкваб, он возглавляет штаб другого кандидата, да, и для меня, в общем-то, история понятна, но я бы хотел бы, наверное, все-таки, чтобы ты сам, наверное, объяснил вот эту ситуацию. Хотя я там знаю, что ты был единственный чиновник высокопоставленный, который в этой истории, связанный там и с апартаментами, и с соглашением об инвестициях, в общем-то, открыто высказал свою позицию, и она не совпадала вот с этой линией партии, которая там была у Аслана Бжани, у Александра Анкваб и так далее. Я-то, в принципе, понимаю, но я бы хотел бы, наверное, чтобы ты, наверное, какую-то ясность дополнительную проявил. Ну, я так понимаю, надо разделить на два вопроса, да, моя позиция по... Как хочешь. Что касается Александра Золотинского Анкваб, всем известно, что сегодня он поддерживает другого кандидата в президенты, он возглавил республиканский штаб, насколько мне известно. А что касается, это, наверное, секрет Полишинеля. Да, все знают, что он активно, так сказать, помогает одному из кандидатов. И это точно не я. Мы приняли решение
идти своей командой. И я, и Адгур Патович, как оба, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Александр Золотинскович, естественно, имеет все основания, моральное и любое иное право поддерживать того, кого считает нужным. Эти разговоры, о которых ты сказал, которые активно, так сказать, муссируются, я не знаю, возможно, преследуют различные цели. Как в одну, так и в другую сторону. Но в нашей команде те, кто в ней есть. За нами никто не стоит. Нас никто не, так сказать, не принуждал и не инициировал наше выдвижение. Наоборот, мы это сделали вопреки там различным мнениям. При этом мы никогда не скрывали, что если кто-то из политических, так скажем, опытных, находящихся много лет в абхазской политике персон нас поддержит, то мы бы не отказались, ничего плохого в этом нет. Но у каждого из них, и у Александра Ангпабира, и у Рауля Хаджимба, у них свои кандидаты, как нам известно. И это точно не мы. Но я не считаю даже нужным, как бы, так сказать, лишний раз на этом фокусировать внимание, но, с другой стороны, понимаю, почему это обсуждается, почему муссируется. Мы сами пройдем эту дорогу, сколько будет отмерено. И это доставляет мне лично глубокое удовлетворение. То, что мы идем самостоятельно. Мы можем, возможно, выиграть, возможно, с треском проиграть. Но на этом жизнь не закончится. Мы осуществляем то, что нам сегодня кажется справедливым, правильным, полезным в перспективе. Вот ровно этим мы руководствуемся. Не надо искать второго и третьего дна. Не всегда они присутствуют. Хотя, наверное, кому-то выгодно представить дело таким образом. Ну вот ты уже говорил, что в принципе ты работал при всех практически, там, при Багапше, при Ангвабе, при Хаджимба. Ты говорил о тех кадровых особенностях абхазской бюрократии, которые существуют, там мой, твой, свой и так далее. Но вот при этом обозначил, что это вот образование, профессионализм, опыт, знания и так далее. Ну, маленькая нация, да, я вот так смотрю вот по командам, да, ну, там кто-то есть, здесь кто-то есть, но вот как бы с какой-то одной группы, в общем-то, какую-то полноценную команду очень сложно как бы придумать. И у тебя тоже, кстати говоря, так смотрю, то есть на полноценную команду и близко нет, да, то есть это у каждого, в общем-то, да, нет. Порулить там что-то так, это всегда, пожалуйста. Я говорю вот о тех критериях, о которых ты говоришь. Но есть ли круг, вот ты можешь обозначить людей? Вот у нас сейчас имена не называются обычно, но я бы хотел бы все-таки слышать вот такое вот, как бы, я не знаю, правительство, да, людей, которые бы компетентны, с которыми, ну, ты видел, как работают, по крайней мере, имел возможность с разными политическими группами, представителями работать, да, и там, может быть, даже не представляющие, иногда у нас тоже попадались такие, которые не представляли какие-то политические команды, но, тем не менее, вот, как бы назвать каких-то людей, мне всегда это интересно было. Да, никакого здесь секрета нет. Я вот думаю, знаешь, о чем? Это же миф или насаждаемый кем-то насаждаемый политический нарратив, когда особенно вот острые фазы в нашей политической жизни, в жизни нашей страны, в риторике обоих лагерей, как правило, присутствует следующее. Вот в нашем лагере, в нашей команде, в нашей партии все сплошь талантливые, честные, бескорыстные, нацеленные только на служение государству, а вот в той команде там бездарные, алчные,
коррупционеры и так далее. Мы же понимаем, что это не так. В наших этих политических конгломерациях, как в капле воды, отражается наше общество. И в той, и в другой. Примерно всего поровну. Всего поровну. Не замечал, как изменяется риторика той или иной команды в зависимости от того, находится она у власти или в оппозиции. Постоянно мигрируют эти принципиальные, на первый взгляд, казалось бы, постулаты, вот эти принципы и так далее. Поэтому, я думаю, всего поровну. При этом талантливых, ответственных, профессиональных людей у нас достаточно. Они у нас есть. Имя? Есть. Ну, есть. Ну, слушай, я вот за 19 лет моей работы в правительстве Абхазии, я же видел разные политические команды, а как они формируются, только что мы с тобой поговорили. Но при этом все равно при каждом президенте я отмечал для себя тот или иной круг наших управленцев, чья работа меня впечатляла. Это не зависит от, еще раз говорю, от политической, так сказать, ориентации, от принадлежности и так далее. Ну вот первое, что придет, кто придет в голову. Если кого-то не назову, там, пусть не обижаются на меня. Есть люди и в правительстве, и в парламенте, которые, на мой взгляд, способны ответственно, компетентно служить стране, создавая некую добавленную стоимость своей деятельностью, да, то есть принося коэффициент полезного действия высок, принося реальный результат. Потому что у нас, как правило, деклараций полно. И это во многих сферах, да, и в экономической. У нас есть такие люди, вот, как Даур Леонтьевич Курмази. Я считаю, совершенно недооцененный в нашей управленческой иерархии человек. Он был министром и, в принципе, результат дал тогда. Разумеется. Надо просто знать эти нюансы, эти тонкости, надо вникать в суть деятельности того или иного руководителя, чтобы оценить его и, возможно, даже представить себе перспективы от его деятельности дальнейшей, если бы ему позволили работать дальше. Беслан Владиславович Барателя, профессионал высокой руки. Да много в экономической сфере мне довелось поработать с Анной Валерьевной Адлиба, профессионал в области международной политики. Это и Вячеслав Андреевич Чирикба, и Ираклий Ревазович Хиндба, наш замечательно талантливый молодой дипломат Кан Валерьянович Таня, блестящий, я считаю, молодой человек, уже состоявшийся, зрелый управленец, действительно талантливый. Каждый, кто на своем месте ответственно, компетентно выполняет свою работу, он на виду в маленькой стране. Вот возьмем МЧС. Лев Константинович Квициня. Человек, точно могу сказать, на своем месте. В парламенте много очень толковых людей. Это же сразу заметно, где, так сказать, бьется интеллектуальный и нравственный пульс. Я считаю, что парламент вообще очень серьезную роль у нас играет. И как бы не принято у нас было ругать парламент, но он, по сути, в острые фазы служит таким антикризисным институтом. Вот даже в нашем нынешнем созыве парламента и наш молодой спикер Лашын Угзарович Ашуба, Инар Альбертович Гизба,
Да есть у нас талантливые, хорошие управленцы. Есть и среди наших руководителей различных регионов. Вот, например, вице-мэр Сухума. Я вот присматриваюсь, Астамур Нукзарович Ашуба. Это системный человек. Это люди, которые создают и атмосферу, и создают некий эффект от своего управленческого опыта, деятельности и так далее. Я думаю, что если абстрагироваться от вот этих вот политических ангажированных вещей и просто посмотреть, кого мы можем подобрать, я думаю, что мы вполне могли бы создать полноценное, опять вот не растаскивая по политическим квартирам, полноценное боевое такое, боеспособное правительство. Когда работаешь на внешнем контуре, какие-то задачи надо решать быстро, в спрессованном времени. Я взаимодействовал с нашим министром культуры, бывшим, Эльвирой Анатольевной Арсали. У меня только самые, так сказать, самые теплые и самые добрые воспоминания и высокая оценка. Среди наших дипломатов, возьмем одного из патриархов нашей дипломатии, Игоря Муратовича Ахба. Это высокообразованный, профессиональный, очень тонкий, думающий, ответственный дипломат. Хотя он уже не трудится в посольстве, но тем не менее, как говорится, из песни слова не выкинешь. Ты человека видишь в деле. И это никакими ковришками, никакими, значит, вознаграждениями от руководителя по принципу там, политической принадлежности или еще какому-то не заменишь. Это оценка, которая объективна. У нас, слава богу, есть такие люди. Но я хочу сказать еще вот о чем. Среди тех, кого я не назвал, я думаю, не очень этично было бы называть их, есть те, которые не привлекаются даже к процессу государственного администрирования, государственного управления. Они давно уже не смотрят в эту сторону, поскольку не оказались востребованы в силу тех или иных причин. Это же не секрет, что есть талантливые люди и в бизнесе, и так далее. Да? Вот, я не знаю. У нас очень много успешных, состоявшихся людей. И тех, кто за пределами Абхазии работает, и тех, кто здесь, внутри нашей страны, создают, преобразуют вокруг себя существующую реальность, создают некую добавленную, как я уже сказал, стоимость, являются успешными ориентирами для того, чтобы действовать в бизнесе, в искусстве, в культуре, в государственном управлении и так далее. Вот один из наших бизнесменов, Астамур Геннадьевич Гагуля, достойный сын своего отца, которого я глубоко уважал и почитал, Геннадия Леонидовича. Абсолютно успешный руководитель. К чему я это говорю? Да нет никакого кадрового голода. Если перестанем растаскивать профессионалов, людей, которые готовы поработать на результат, по политическим вот этим лагерям, квартирам, да мы вполне способны решать даже сложные задачи. К сложным задачам. К сложным. То есть у нас, в принципе, сложных задач очень много. Но одна из сложнейших задач – это та задача, которая касается нас всех, с которой мы сталкиваемся. Поэтому мы, в общем-то, сейчас выбрали время, когда график отключения, то есть мы в зависимости от существующего графика уже определяли, когда нам все-таки эту передачу снять. Так вот, как быть с нашей энергетикой? Понятно, что сейчас зима там закончится,
уровень воды на Ингургес увеличится, мы как бы забудем. И до следующей зимы, в общем-то, как бы об этом как бы и думать не хочется, о плохом, да, но это вот как бы плохое опять наступит, опять возникнут проблемы. Энергетика уже стала элементом и как внутриполитической, как и внешнеполитической нашей составляющей. Как вообще этот вопрос решать? В энергетике сложилась практически патовая ситуация. Ну, давайте называть вещи своими именами. Не хочу повторять тривиальные, заезженные тезисы о том, что надо повышать собираемость и так далее. Ситуация проста. Наше национальное энергетическое хозяйство находится в системном кризисе. Изношенность основных фондов, основных агрегатов, передающих систем, проводов нашей системы находится в таком состоянии, которое не позволяет эффективно использовать даже ту генерацию, которая сегодня у нас есть. Как известно, у нас одно энергогенерирующее предприятие, ну, в значительном смысле этого слова это Ингургес, известное. Но даже генерируемый сегодня и получаемый нами объем энерготрафика, он теряется по пути из-за ветхих сетей, из-за перетоков, из-за того, что годами не восстанавливается по-настоящему, по-большому наша энергетическая инфраструктура. Кроме того, конечно, и проблемы, связанные с собираемостью платежей. Ну, здесь масса причин. Одна из них – это то, что наши люди очень остро реагируют на вот этот дисбаланс справедливости, так скажем, да? Когда растут тарифы, а качество услуги остается все таким же, когда в розетке не 220, а 120, ну, человек задает себе резонный вопрос: за что я должен заплатить? Тем более, когда у меня сгорел телевизор, стиральная машинка, и у некоторых не по одному разу и так далее. Вот этот кризис неплатежей, кризис доверия, коррупция. Ну, слово «коррупция» у нас можно применять по отношению практически к любой сфере нашей жизни. Вот она и порождает вот этот кризис. У нас крайне мало действенных шагов по обеспечению нашей страны энергетическим ресурсом, электричеством. У нас не создается новых энергогенерирующих предприятий, электростанций. До войны функционировало 22 малых ГЭС. Сегодня работает, наверное, 4. Некоторые задействованы под сугубо коммерческие цели. Если бы восстановили в свое время, вот это бы стало приоритетом, мы восстановили бы большую часть этих малых станций, ну, конечно, была бы сегодня несколько иная картина. Я недавно был в Чеченской Республике, смотрел 4 небольших каскада на реке Аргун. Огромное количество проблем с электроэнергией решает вот подобное решение. Что нам мешает? С нашим потенциалом гидростока мы, если не ошибаюсь, на 4-м месте. Исходя из площади территории нашей страны. Сам Бог велел мыслить быстро, нетривиально, принимать быстрые решения. Мы предпочитаем постоянно двигаться все по тому же заезженному, кем-то начерченному когда-то пути. Вот Ингургес. Уровень воды упал. За это время, правильно выбирая приоритеты, мы могли бы уже значительно помочь собственной энергетической отрасли. Альтернативные источники энергогенерации. Ветропарки.
У нас есть такие локации, что бы сейчас не сказали по поводу того, что они вредны и так далее. Проедьтесь по многим странам, и там стоят целые огромные, подобные сооружения, которые значительно снимают нагрузку с гидроэнергетики. И у нас такие есть локации. Приезжали специалисты, даже специалисты Huawei, всемирно известной компании, гигантской компании. Они замеряли скорость ветра в наших ущельях и дали заключение, что вполне возможно развивать здесь определенного рода, подобного рода проекты, подобной направленности. Ответного импульса не получили. И это происходит, это не к тому, что одна из политических команд постоянно блокирует подобные инициативы. Это происходит систематически. Причина? Причина, я думаю, что каждый руководитель рассматривает вот эту сферу свою, которую он возглавляет. Это касается не только электроэнергетики. Как свою собственную вотчину, завещанную ему как будто бы предками, дедом или прадедом. И ему не интересно, чтобы там происходила какая-то активность, все и так неплохо. Я думаю, что подобный подход, он пагубен. Это путь в никуда. Ничего не произойдет. Но некоторые предлагают другой выход. Продать. Продать инвестору. Я еще раз хочу подчеркнуть, я не против инвестиций. Было бы абсурдно, проработав 14 лет руководителем торгового представительства в Российской Федерации, не понимать и не принимать важность инвестиций для любой страны, тем более для такой небольшой, как Абхазия, с ее очень уязвимой экономикой, с сложившимися априори сложностями в формировании экономической модели. Конечно, нужно. Но инвестиции инвестициям рознь. Например, наши перепадные станции, наши перепадные ГЭС, это же для небольшой страны один из краеугольных камней нашего энергетического суверенитета. Разгосударствлять? Ну, это, наверное, проще всего. Но надо попробовать подобрать такие условия от наших партнеров, друзей, которые появляются периодически. Не надо рассказывать, что никто не смотрит в эту сторону и так далее. Это всегда будет привлекательным инвестиционным полем. Надо просто, отложив, опять же говорю, в сторону свои частные или узкокорпоративные интересы, подумать о том, чтобы выбрать наиболее приемлемое предложение. Наиболее выгодное для нашей страны. Разумеется, и для инвестора. Я так предполагаю, что, скорее всего, мы к этому придем. Периодически появляются компании, профессиональные сообщества, которые смотрят в эту сторону. Надо с ними просто вести честный, ответственный диалог. При этом я все-таки думаю о том, что, и я это, кстати, предлагал некоторым нашим руководителям, мы должны и сами смотреть на возможности оптимизации внутри страны. С моей точки зрения, необходимо принять государственную программу энергосбережения. Да, это непросто. Да, это потребует интеллектуальных и финансовых усилий. Но это необходимо делать. По этому пути идут те страны, которые не имеют, некоторые даже, которые имеют там, атомные станции и так далее. Надо просто включить мозги. Надо включить волю. Если у нас произошли бы подвижки в качестве оказания услуг, если бы люди увидели, что здесь идет активная деятельность для того, чтобы предоставить им качественную услугу, о них заботятся, о их жизни, о их бизнесе и так далее, о снабжении электроэнергией, их потребностей заботятся, они бы, конечно, ответили, я думаю, сполна, они бы и платили. Ну, для этого, конечно, существуют еще и иные меры. И установление систем контроля, учета и воздействия на неплательщиков, то есть, просто говоря, счетчики.
Там, где они установлены, картина диаметрально противоположная. Там собираемость 95 и более процентов. Там экономия порядка 30 с лишним процентов. Вот по этому пути и надо двигаться. Но слушайте, сегодня научно-технический прогресс достиг такого развития, что такой высоты, что мы могли бы на территории небольшой страны создавать. Нужно просто прислушаться, нужно сформировать это экспертное сообщество. Они принесут решения, принесут прямо правительство и предложат. Их надо выслушивать. С ними надо постоянно быть во взаимосвязи. Наш чиновник, он не обязан знать все, руководитель той или иной сферы. Для этого и существует экспертное сообщество. У нас немало профессионалов даже вот в энергетической сфере. Некоторых из них я знаю. И когда я хочу понять что-то, какие-то тонкости, нюансы, что происходит в энергетической сфере, даже с тем же самым Ингургэс, я советуюсь с этими людьми. Они не на виду, они не являются большими руководителями. Опять в силу тех же, как правило, политических причин. Но они действительно понимают суть сегодняшней ситуации и могут вам за короткий период набросать возможные пути выхода из той или иной ситуации. Просто их никто не спрашивает. Ну, с энергетикой понятно, это такая тоже как бы, с насколько этот вопрос не решишь. Но я хотел бы, наверное, коснуться другого вопроса. У нас сейчас, вот мы вступили в наши выборы с нашими проблемами, они вступили в такую фазу, когда возникла проблема в российско-абхазских отношениях, да, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, ты видишь, что в мире происходит, в регионе происходит, какие геополитические перетрубации произошли, происходят и наверняка еще произойдут, да. И учитывая там, допустим, я хотел бы очень сказать, что вот как бы ты все-таки торгпредом 14 лет работал в России, там, как бы ты понимаешь, знаешь очень многих там людей, чиновников, сталкивался, там, знаешь, вот эти механизмы, там, как все это функционирует, да. Я бы хотел бы, наверное, вообще понять, как вот нам, президентские выборы там через месяц пройдут, закончатся, да, там, еще второй тур, там, пару недель, да, рано, да, возможно, да. Но как нам выстраивать свои отношения там с Россией в силу того, что там, допустим, происходило после 15 ноября, да, там вот эти все, как бы, кризисы, которые возникли у нас в отношениях с Москвой. Как нам выстраивать нашу безопасность, исходя из тех событий, которые происходят в мире, да, то есть я бы хотел бы вот как бы, чтобы ты как бы, в общем-то, порассуждал на эти вопросы, своим взглядом поделился. Ну, прежде всего, нужно честно отвечать на вопрос, почему произошли те или иные коллизии, как некоторые говорят, во взаимоотношениях между Россией и Абхазией. Для меня тут все очевидно. Здесь все очевидно. Со своим партнером, союзником, другом, прежде всего, надо выстраивать честные взаимоотношения. Я думаю, что вот эта кулуарщина, келейность, принятие решений, иногда как-то поспешно, не обсуждая с обществом, парламентом, экспертами, это всегда плохо. Вот она и способна, вот эта практика, сослужить плохую службу. При этом я абсолютно точно знаю, что Россия – это наш главный союзник и партнер, наш стратегический союзник. Это, по сути, единственная страна, которая обеспечивает отсутствие для нас или минимизацию военно-политических рисков и при этом еще помогает социально-экономическому развитию нашей небольшой страны. Что нужно взамен?
еще раз хочу подчеркнуть, взамен нужна честность, прагматизм, прогнозируемость. Я убежден, что если бы мы сами заблаговременно формировали бы собственную повестку и затем, информируя наших партнеров и друзей в России, постепенно сближали бы позиции, то сегодня не случилось бы в ноябре такой острой фазы политического кризиса. При этом надо четко показывать те линии, которые для нас являются чувствительными. Но я тоже, даже вот в последнее время состоялось ряд встреч моих с довольно высокопоставленными российскими в Москве чиновниками. Они говорят одно: говорите нам честно. Если вы не можете на это пойти, так надо было сразу и сказать. Мы бы прорабатывали другие направления взаимодействия. И здесь нет никаких, так скажем, никакой угрожающей риторики. Абсолютно. Но слушайте, у России могут быть свои интересы. У их бизнес-сообщества могут быть свои интересы. У крупного бизнеса России могут быть свои интересы. А мы знаем, каков алгоритм действий крупного бизнеса, реально большого бизнеса. Но нам-то никто не возбранял говорить о наших приоритетах, о наших опасениях, о наших желаниях сделать это сотрудничество более динамичным в силу того, что оно будет взаимовыгодным. Слушайте, никто не должен и не обязан нас любить больше, нежели мы сами себя. Прежде всего, мы должны думать о себе. И без выплесков эмоций, без истерик, прагматично, честно, открыто вести разговор, диалог с нашими российскими партнерами. Нет никаких сомнений в том, что Россия и Абхазия – это неразрывно связанные страны. Небольшая Абхазия и великая держава, но тем не менее наши отношения строятся на союзнических, партнерских, дружеских принципах. Абхазия на деле, а не на словах, стоит рядом с Россией. Особенно сейчас, в этот очень острый, не побоюсь этого слова, судьбоносный этап. Мы все знаем, что происходит в зоне СВО, как там воюют наши добровольцы, как работают наши волонтеры, наши журналисты, медики и так далее. Я думаю, это и есть подлинное проявление дружбы и партнерства. Принципы взаимодействия просты. Честность, открытость и профессионализм. Если мы будем компетентно, ответственно, четко артикулировать свои потребности, свои возможности, увязывая их с интересами нашей дружественной нам страны, я думаю, мы все от этого только выиграем. Мы неразрывно связаны с Россией. И эта связь не только осуществляется не только договором о союзничестве и взаимном партнерстве. Это еще и человеческие связи. Огромная конгломерация этих нитей, которые нас связывают в человеческом, культурном, гуманитарном плане. Я уверен, что мы можем сохраниться как этнос и развиваться дальше только в содружестве с Россией. Других перспектив не существует. Все остальное намного более опасно. Вот, я думаю, такими принципами надо руководствоваться, а не интересами собственной выгоды. И тогда будет все довольно, мне кажется, предсказуемо, все будет достаточно стабильно. В общественном сознании россиян и абхазов ничего же не изменилось. Мы по-прежнему воспринимаем друг друга как партнеры, как друзья. Так будет и впредь. Ошибки чиновников необходимо исправлять, это правда. Думаю, вот по этому пути и стоит двигаться. Что касается вопросов безопасности.
Это, кстати, очень важный вопрос, и для меня он сейчас приобретает вот прям в геометрической прогрессии значимость, поскольку мы видим, что происходит в регионе Южного Кавказа. Происходят действительно тектонические сдвиги, которые еще недавно сложно было прогнозировать. Но посмотрите, кто еще недавно мог бы предвидеть, что Ереван и Вашингтон заключат соглашение о стратегическом союзе и партнерстве. Что это означает на практике? То, что США попытается войти туда в серьезном, весьма серьезном виде и объеме. В перспективе это может быть что угодно. Это может быть замена российских баз на американские базы на территории Армении. Абсолютно непрогнозируемая сложная ситуация в Грузии. Никого не должны убаюкивать разговоры о том, что Грузия хочет улучшить отношения с Российской Федерацией. Но я думаю, они никого и не убаюкали. Потому что Грузия четко артикулирует свой приоритет. Это возвращение Абхазии и Южной Осетии в лоно Грузии. Это одно. И второе, то, что никто не собирается отказываться от евроатлантического ориентира. Надо быть прагматиками и четко понимать, что этого не произойдет. То, что сейчас там происходит охлаждение со странами Евросоюза и Брюссель отодвинут на несколько задний план, это никого не должно успокаивать. НАТО и США активны в регионе. Активна и Турция, например. Мы видим возросший объем и интенсивность контактов с Азербайджаном. Это все вот на самом деле очень близко. Это все рядышком. Идет активное строительство натовской базы в Румынии, самой крупной в Восточной Европе. Россия сегодня, испытывая подобные вызовы и угрозы, разумеется, смотрит внимательно на все эти процессы. И мы не должны праздно ожидать, что ситуация сама собой урегулируется, улучшится. Пока что, я думаю, этих угроз и вызовов становится заметно больше. И в этом плане, мне кажется, очень важно нам всем, несмотря на то, что сейчас главное внимание и у политиков в Абхазии, и у наших граждан занимают такие насущные проблемы. Вот мы говорили об энергетике, об инвестсоглашении, об апартаментах и так далее. Но при этом надо... А сейчас у нас еще и выборы. Вот это все на первом плане. Кто за кого, кто кого поддержит, кто с кем будет заключать тактические и другие союзы. Это все может в одночасье оказаться на далеко заднем плане. И вот это представляет самую главную угрозу и опасность. Я думаю, что нет альтернативы тому, чтобы небольшой Абхазии и России наращивать военное сотрудничество. Нам необходимо думать о собственной безопасности. Вот в этом стремительно меняющемся в регионе Южного Кавказа и Восточного Причерноморья регионе архитектура безопасности, которая у нас была еще недавно и казалась нам чем-то таким трудно сдвигаемым, сегодня претерпевает стремительные колоссальные изменения. Нам необходимо развивать военное сотрудничество. Нам необходимо быть более образованными в военной сфере. Но если меня спросить, я, конечно, не военный человек, но считаю, что мы могли бы предложить Российской Федерации размещение полноценной военно-морской базы Черноморского флота как можно ближе к восточным границам Абхазии, на территории Абхазии. Да, существует, вы можете мне сказать, пункт базирования, да, катеров в Очамчирском районе.
Да, но это пункт базирования. Здесь сплетается огромное количество факторов. Посмотрите, как активна Турция в Грузии. А инфраструктуру НАТО и базы с Турции никто не убирал и не собирается убирать. Я думаю, что здесь мы могли бы об этом подумать. Ну, конечно, это вопросы решения для высшего политического руководства России. Но я считаю, это было бы крайне важно и для Российской Федерации, поскольку позволило бы с большей эффективностью контролировать Восточное Причерноморье, грузинские пункты базирования кораблей в Поти и Батуми. И да, что угодно. Здесь много чего. Здесь даже вопросы безопасности того же Голубого потока, да, транспортировки углеводородов. В последнее время в связи с СВО, ну, мы знаем, что достаточно серьезные трудности в связи с базированием кораблей Черноморского флота России. Я думаю, вот если так говорить на перспективу, это могло бы быть очень серьезным фактором сдерживания и сохранения стабильности в регионе. Насколько мне известно, это полностью соответствует и военно-морской доктрине России, которая была принята в 2022 году. Можно об этом подумать. Я думаю, вот в этом Абхазия могла бы проявить свою подлинную партнерскую, дружескую составляющую. Ну, о чем говорить? У Абхазии 218 километров протяженности береговой границы, а у Грузии только 107. То есть понимаете, насколько важна вот эта составляющая в общем контуре безопасности, в общей архитектуре безопасности. Грузия будет в мае 2025 года проводить учения совместно с НАТО. Все это, нам кажется, возможно, что это нас не затрагивает впрямую. Я так не считаю. Я думаю, нам необходимо думать об этом и, будучи надежным и прогнозируемым ответственным партнером для Российской Федерации, выстраивать или быть готовыми и к подобному роду взаимодействия. Это и в наших интересах, прежде всего. Я все-таки, я думаю, будут, наверное, и другие возможности поговорить, и на других, площадках, какие-то вещи, которые мы не договорили или которые там представляют определенные интересы наших граждан, наверняка ты там сможешь уже как-то ответить на эти вопросы, прояснить свою позицию. Тем не менее, наш эфир тоже не безразмерный, мы больше часа уже с тобой разговариваем, и я все-таки буду закругляться. Я напомню, что сегодня мы говорили вообще о будущем, о перспективах, о взгляде на существующие проблемы с кандидатом в президенты Олегом Барциц. Олег, удачи тебе. Спасибо. Надеюсь, наши выборы пройдут нормально, спокойно. С одной стороны. С другой стороны, я надеюсь, что все-таки вот этот день сурка абхазской политики, в политической жизни, он когда-нибудь закончится, и мы перейдем вот к тому, что у всех на устах. К развитию мы все-таки перейдем. До свидания. Олег, до свидания. Встретимся. Да, я надеюсь, у нас будут и другие кандидаты в президенты, и мы с ними тоже поговорим, если они, конечно, не боятся прийти ко мне в эфир. Да? В общем, да. До свидания. Счастливо.